Здравствуйте, ребята! Мы с тетушкой Совой очень рады новой встрече. Совершенно верно, Непослуха. Приветствую вас, дорогие мальчики и девочки. Ах, как бы было здорово отправиться в дальние опасные путешествия. Ну что ж, есть у меня история о том, как маленькие жители большого леса отправились далеко-далеко. Называется эта сказка «Пещера». Однажды солнечным днем медвежонок, зайчонок и лисичка сидели на полянке. «Скучно!» – протянула лисичка. «Хоть бы дождик пошел, все какое-то развлечение». «Нет, дождь плохо!» – откликнулся разглядывая облака. «А давайте во что-нибудь поиграем», — предложил зайчонок. «Во что? Мы уже все игры переиграли», — зевнула лисичка. Тут на полянку выбежал запыхавшийся волчонок. Он пытался что-то рассказать друзьям, а там такая, не поверите. «Что?» — хором воскликнули зверята. «Пещера с привидениями, вот!» — выпалил волчонок. «Привидений не бывает», — засомневалась лисичка. «И пещер в округе нет», — отмахнулся «А вот и есть», — горячо возразил волчонок. «На той стороне речки хотите, покажу?» «А мне мама не велела далеко уходить», — робко вставил зайчонок. «Пойдем», — решительно поднялся и компания зашагала прочь с полянки. Зря они пошли без родителей, ведь всякое может случиться. Ты совершенно прав, Непослуха. В высоком скалистом берегу реки зияла дыра. Друзья перебежали по камушкам речку и остановились у проема. Заглянув внутрь, лисичка шепотом произнесла: «Там темно». «Не бойтесь, у меня с собой фонарик», — бодро сказал волчонок и шагнул внутрь пещеры. И лисичка за ним. «А я здесь подожду», — пискнул зайчонок. Прошел час-другой, а друзья не возвращались. Зайчонок подошел к проему и покричал, но никто ему не ответил. А медвежонок, волчонок и лисичка в это время бродили по узким ходам пещеры. Сначала им было очень интересно разглядывать каменные стены с загадочными рисунками, невиданные грибы, росшие на уступах. Встретили даже летучих мышей. Вдруг замигал и погас фонарик. «Ой, мне страшно, я хочу домой!» — запричитала лисичка. Зверята задрожали и начали ощупью искать выход. А на самом деле уходили все дальше. Ведь заблудиться в пещере проще простого, да еще и в темноте. Хорошо, что зайчонок, почувствовав неладное, догадался попросить о помощи дедушку енота, который взял длинную веревку, привязали один конец к кусту, росшему у входа, и, держась за другой, отправился на поиски горе-путешественников. Зверята громко плакали, когда в конце тоннеля показалось что-то светящееся. «Привидение!» — вскрикнули они хором. Но тут же обрадовались, когда узнали в приближающемся силуэте дедушку енота. Выбравшись наружу, друзья пообещали, что никогда и ни за что не будут больше забираться в незнакомые места одни, без взрослых. Хорошо, что все закончилось благополучно. Да, Непослуха, страшно подумать, что могло бы случиться. А теперь давай прощаться с детками. До свидания, мои маленькие друзья.